Стартовала перепись населения. Она продлится до 14 ноября текущего года. Несмотря на то, что процесс длится всего неделю, он уже вызвал немало вопросов у жителей нашего города. Задать самые популярные из них мы хотим депутату Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, председателю Президиума Всемирного Курултая Башкир Эльвире Айткуловой. Эльвира Ринатовна, добрый вечер. Здравствуйте. Пожалуй, самый популярный вопрос, который несколько раз звучал и в этой студии, и мы слышим их от жителей нашего города. Какова цель переписи 2021 года? Вообще перепись называют такой мгновенный список, мгновенный снимок страны. Он делается для того, чтобы на основании этих данных, которые абсолютно добровольно, исходя только из желания тех, кто дает ответы, да, формируется представление о том, кто живет в нашей стране, сколько нас, как мы живем, какие у нас есть активы, да, то есть те вопросы, которые заключены в перепись, они очень конкретные, это социально-экономические параметры, на основании которых будут потом приниматься большие государственные решения. Например, по итогам последней переписи населения, перепись проходит каждые 10 лет, и вы знаете, что несмотря на то, что на дворе 2021 год у нас перепись называется 2020, да, потому что должна была проходить в 2020 году, последняя была в 2010. Так вот, после переписи 2010 года, например, было принято решение учредить материнский капитал, да, для поддержки демографической ситуации, когда мы увидели, что у нас демографическая ситуация снижается. То есть и в каждом конкретном случае принимается решение. Это строительство детских садов, больниц, это планирование долгосрочной страны на ближайшие 10 лет. Поэтому обязательно надо участвовать, ну и по возможности, конечно, объективно и честно отвечать на вопросы. Ну а каковы особенности именно этой переписи этого года? Вообще говорят, что в этом году это будет последняя перепись, которая проходит в таком смешанном формате, и первая в этом году перепись, которая частично уже идет в формате электронном, потому что впервые вообще в истории, да, мы можем выбирать варианты, потому что я напомню, что в 2010 году единственной возможностью это было дождаться переписчика дома, ответить на вопросы, то есть и как бы удовлетвориться этим. Сегодня у нас помимо вот этого формата, когда мы ждем домой кого-то, есть возможность сходить в МФЦ, если нет желания домой кого-то пускать, да, нет возможности. И третий вариант, он, наверное, сейчас для тех, кто пользуется госуслугами, наиболее популярный, это полностью заполнить опросные листы, причем на том языке, на котором хочешь. То есть есть, например, сегодня анкеты и на башкирском языке, да, вот у меня многие знакомые на башкирском заполняли. Заполняешь эти листы, сидя дома или на работе, то есть там, где тебе удобно. То есть и вот, конечно, это формат выбора, это вот самое главное отличие переписи этого года. Но насколько мне известно, что отличается и формат вопросов, содержание вопросов именно у этой переписи. В чем их особенность? Вообще стандартные вопросы, они практически ежегодно, ежекомпании, да, одни и те же, но особое внимание, конечно, вот тут я представляю Всемирный Курултай Башкир, хочу сделать акцент для наших уважаемых зрителей на вопросы, которые касаются этнической, да, принадлежности. Таких вопросов в переписных листах у нас 2. В 2010 году эти вопросы тоже были. Первый вопрос звучит: какой вы национальности? Здесь я думаю, что у многих готовый ответ, хотя в 2010 году были и придуманные какие-то национальности, потому что, еще раз говорю, это абсолютно добровольная история, и человек себя вписывает тем, кем он себя хочет, считает, да, нужно вписать. Поэтому были какие-то придуманные даже, да, народы. Поэтому, ну, здесь я тоже хотела бы обратить внимание, что все это идет для учета, и поэтому, конечно, максимально объективно надо отвечать на вопросы. И первый вопрос, он касается какой-то национальности. Вот, например, наша семья будет записываться, что мы башкиры. И второй вопрос, который касается национальности, он звучит так: а какой язык вы считаете родным? Вот мы как раз по линии Всемирного Курултая Башкира изучали перепись 2010 года, и вот эти два вопроса, если, допустим, за 100% взять количество записавшихся башкирами, только 75% из них ответили, что они родным языком считают башкирский. В связи с чем это происходит? Вот, на мой взгляд, многие, к слову, родной язык относятся как к языку повседневного общения, да, потому что есть у нас очень много, вот вы говорите, вопросы есть, да, у нас есть такая категория городские башкиры, мы их называем, да, то есть, ну, наверное, к сожалению, это люди, которые четко знают свою идентичность, они знают, что они башкиры, они любят свой народ, они записываются башкирами.
но при этом не знают свой родной язык, на нем не говорят или говорят очень мало, или хотят его изучать, да, но в свободном владении, в свободном общении они им не пользуются, и поэтому родным языком указывают другие языки. Поэтому здесь надо, конечно, к слову «родной язык» относиться как к категории, наверное, которая связывает тебя с твоим родом, да, то есть если это язык твоей матери, твоего отца, язык, на котором говорили твои родственники, да, предыдущие поколения, то, конечно, родной твой язык, вот в данном случае башкирский, вне зависимости, владеете вы этим языком или нет, это родной язык. Поскольку касающиеся языков будут еще и вопросы вот по поводу владения, повседневной жизни, эти вопросы тоже есть. Поэтому, конечно, это очень... С одной стороны, для каждого народа чувствительная тема, да, потому что мы действительно хотим понимать, сколько нас именно как этносов, да, и для планирования, для в целом масштабах страны это тоже важная информация, потому что количество национальных школ, количество комплектов, количество учителей, которых надо готовить для преподавания родных языков, это будет полностью увязано с данными переписи. Поэтому очень важно здесь точно отвечать на эти вопросы. Ну и кроме этого, это все равно такой социально-демографический портрет. Есть такое понятие, как исчезающие этносы, вымирающие этносы, да, и поэтому все понятия, которые касаются населения именно в этническом плане, они увязаны на количество. Поэтому для того, чтобы отнести этнос к крупным, средним, исчезающим, нам надо понимать количественный состав. Поэтому здесь, конечно, я обращаюсь ко всем, что нам необходимо принимать участие в этой переписи, принимать участие семьями, и тем более, что, еще раз говорю, есть варианты выбора, и ответить на вопросы так, чтобы мы потом не сожалели о том, что мы не смогли сказать свое слово вот в таком важном процессе, тем более это раз в 10 лет. Есть